Молодой национальный вид спорта, который только набирает обороты и уже демонстрирует успехи. Речь идет о шот-салат. В переводе с нашего языка подобно бьющему хлысту. Это ингушская система тотального боя. Основателем этого боевого искусства и тренером спортсменов, которые буквально накануне отличились на соревнованиях, является Магомед-Гирей Сукиев, который сейчас в нашей студии. Пожалуйста, расскажите нам немного о этом виде спорта шот-салат. Это наш национальный вид единоборства, официально прописанный и включенный во Всероссийский реестр видов спорта, как ингушское национальное боевое искусство тотального боя шот-салат. Зарегистрирован и включен во Всероссийский реестр он был в 2016 году. Он возник из-за определенной объективной ситуации, которая когда-то требовала создания новых каких-то конструкций рукопашного боя. Зарождался он внутри первого состава ингушского ОМОН в далеком 1992-1993 годах. И давайте сразу же поговорим об успехах. Я знаю, что ребята на днях буквально вернулись с соревнований. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Это был чемпионат России по боевым искусствам, который был организован под эгидой Российского союза боевых искусств. И он являлся таким комплексным чемпионатом в силу того, что это как бы интегрировали несколько чемпионатов России. По учкур, это казачий бокс, так называемый, это разновидность кикбоксинга, да, только вот с таким национальным, как бы с национальной спецификой. Чемпионат России по ММА в двух версиях. Это был чемпионат России по шот-салату. Но помимо этого там были представлены ряд национальных дисциплин, такие как фехтование на коротких мечах. Шипка называется тоже. Это вид, представленный казачьим, так сказать, казачьим обществом России. От ингушей был наш шот-салат. Адам, скажите, пожалуйста, сложными ли были соперники? Как вообще проходили соревнования? Соперников было немало, где-то из 10 регионов. Соревнования тяжелые. На 2 дня было растянуто на 3 коврах, на ринге, на татами. Сразу проходили одновременно. Разные возрастные категории, разные веса сразу. Так, я участвовал по 2 видам. По учкур и по шот-салат. По учкуру 2 место, по шот-салат 1. Адам, а с какими сложностями вам пришлось столкнуться на соревнованиях? В основном сложность это ожидание боев. Долго затягивается и приходится долго ждать по несколько часов. Психологическая нагрузка. То есть, если вы настроены на одно время, а его переносят, то уже... Ожидание, да, подготовка, и приходится затягиваться в некоторые бои и приходится ждать долго. Саид, я знаю, что вы IT-специалист и также занимаетесь шот-салат. Расскажите, как вам удается все это совмещать и насколько сложно заниматься этим видом спорта? Я только до недавнего времени был IT-специалистом. Сейчас я перешел на другую работу буквально пару дней назад. Работаю в молодежном центре, который недавно у нас открылся. Но совмещать работу и тренировки не так сложно. Просто после работы чуть-чуть отдыхаешь, где-то полчаса и сразу на тренировку идешь, тренируешься, готовишься. Но единственная проблема, с чем я сталкиваюсь, это рассеянная концентрация. Приходится и там концентрироваться, и здесь. И особенно когда соревнования, когда ты каждый день готовишься, тренируешься, все мысли туда уходят, на работе возникают небольшие сложности. А так не очень-то и сложно. А именно по этим соревнованиям, что вы можете сказать? Вы выезжали? Да. С какими результатами вернулись? Я вернулся с 1-м и 2-м местом. Получается, соревнования были довольно-таки напряженные. Как сказал Адам до этого, самая большая напряженность возникала в момент ожидания. Когда ты приходишь, тебе сперва говорят, что ты будешь в 9 часов драться, ты только что со столовой, еще не разогретый, ничего не сделал, и тебе говорят сразу в 9 часов бой. Потом говорят что будет попозже, переносят, а ты уже одетый в форме, в шлеме, в капе. И туда-сюда метаешься, не можешь найти место, потом разогрелся, уже остыл, потом опять. Это сильно давит. А так, в целом, соперники были, довольно-таки серьезные.
Ну, выступили, получилось забрать первое-второе место. Как можно заметить, на лице никаких увечий нету, значит, удачно. Все прошло хорошо, да? Все прошло хорошо. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что дают такие соревнования нашим спортсменам? Насколько важно участвовать в них? Ну, во-первых, в таких соревнованиях мы представляем свою республику в первую очередь. И там мы показываем, насколько мы воинственный народ, возможно, свою силу духа, представляем наше воспитание нашего народа, то есть лицо народа перед другими. И, может быть, для кого-то даже становимся примером. Сейчас передадим слово Дамиру. Дамир, скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь этим видом спорта и почему выбрали именно его? Я шатсунатом начал заниматься 2 года назад. Потом позанимался, поехал в Москву. Там пожил чуть-чуть и из-за разных обстоятельств обратно приехал. Потом еще раз начал заниматься. После этого в октябре или ноябре нам объявили о чемпионате России, который пройдет в Московской области. После этого мы начали готовиться, поехали. Я провел 2 боя, получил 2 первых места. Я вас поздравляю. А скажите, почему именно этот вид спорта вы выбрали? Как-то по душе, кажется, шатсунат, еще ингушский национальный вид спорта. Хочется как-то продвигаться в этом спорте, развиваться. Хочется, чтобы больше людей занимались шатсунатом. Вот. Я могу сказать, что у вас неплохо получается. А вы, Магомед Гирей Ибрагимович, как тренер, довольны ли вы результатами ребят? Я доволен и как тренер, и как гражданин своей республики. Нам удалось отработать по максимуму. Сами посудите, 7 бойцов завоевали 10 наград. Причем самые высшие пробы. Мы в шутку, когда к нам приехали наши земляки, а я обязательно должен отметить этих людей. Когда они приехали, мы обсуждали, что вы завоевали, как подрались. Я говорю, взяли золото и серебро, самые, так сказать, важные награды, а бронзу оставили соперникам. И главное в чем? Я считаю это историческим моментом, очень важным для нашего народа, потому что это первый в нашей жизни чемпионат России, то есть чемпионат страны, который озаглавлен таким образом чемпионат России по шот-санлат. Это я говорил, все эти составные элементы данного чемпионата, различные эти виды, они носили статус чемпионатов России. Это такой был комплексный чемпионат. Для развития нашего национального единоборства, конечно, нужно очень многое. Нужно, прежде всего, внимание нашего правительства. На данный момент мы развиваемся на основе его величества энтузиазма. 4-й год у меня нет контракта, но, как говорят у нас в ингуши, дело сюда. Ради своей нации, ради Аллаха. Я работаю вместе с ребятами. В силу того, что нет поддержки, у нас малочисленно. Так бы мы поехали бы более представительным по количеству составом. И наград, конечно, было бы больше. Но эти ребята сделали, как говорится, за себя и за того парня. Они дрались, могли бы выступать каждый по своему разделу, но они выступали сразу в 2 разделах. Представьте себе, едет спортсмен на соревнования, он выступает одновременно по кикбоксингу и по смешанным единоборствам. Это получается двойная нагрузка. Слава богу, у нас не все. Молодые ребята, они выступали только в одном виде, а эти, которые постарше, они сразу в 2 разделах, и причем завоевали медали высшей пробы. Конечно, доволен я. Я был бы еще более доволен, если бы пониманием серьезности этого момента прониклись и люди, которые отвечают за развитие спорта нашей республики. Я должен заметить, что в России на уровне Российского союза боевых искусств и Комитета по развитию национальных видов спорта больше воспринимают шот-санлат, больше уважают шот-санлат. Раз уж нас приглашают и создают такие условия, организуют настолько
высокого уровня. Чемпионат России, это же, ну, серьезное дело, да? Вот. Ну, хотелось бы, чтобы как бы лед тронулся, господа присяжные, как в одном известном произведении сказано. Саид, есть много видов спорта. Скажите, пожалуйста, какие особенности есть именно у этого вида спорта и какими качествами все-таки должен обладать человек, который занимается им? У этого вида спорта, именно шот-санат, есть особенная техника ударов, которую мы уже который год изучаем, и все никак не можем какого-то пика достигнуть. Поэтому довольно-таки тяжелая техника, но в бою, ее используя, соперник бывает озадачен, потому что для него это неожиданно, какие-то удары, которые не в привычной манере проводятся. Именно поэтому, наверное, у нас такие результаты хорошие. Человек, который будет заниматься этим видом спорта, должен, мне кажется, обладать самыми важными и главными качествами ингуша, любого ингуша. Это эздил, ях, си и так далее. То есть вот эти качества, они должны быть присущи, ну, даже не только тем спортсменам, которые занимаются этим видом спорта, но и в целом каждому представителю нашего народа. Итак, мы видим, у нас здесь очень много наград. Я уверена, что это не первая и не единственная ваша награда. Адам, скажите, как давно вы занимаетесь этим видом спорта, на каких мероприятиях вам удалось побывать? Я занимаюсь с 2013 года, с того времени, как Бадгерий вернулся в Ингушетию, вот как вообще началось все это. Ну, были перерывы, но так, да, с 2013 года. Участвовали мы, допустим, в 2017 году мы были на международном турнире по ММА, по смешанным единоборствам. Там заняли 17 медалей, из них 8 золотых. В 2018 мы были в Коми на международном фестивале, город Сыктывкар, столица. Там были показательные выступления, все были там довольны. Магомед Ибрагимович, есть у вас что добавить к тому, что сказал Адам? Ну, к тому, что добавил Адам, вот касательно Всероссийского фестиваля национальных видов спорта в республике Коми, в столице Сыктывкаре, это 2018 год. Дело в том, что этот фестиваль по времени совпал с юбилеем данной республики, по-моему, столетие, кажется. Вот. И там присутствовали губернаторы всех регионов России. Вот. Там присутствовало руководство Министерства спорта. И они все наблюдали наши открытые на центральной площади выступления показательные. Там показательные выступления были и по национальным другим видам спорта. Вот. Различные единоборства национальные, якуты, татары, все показывали. Но когда мы выступили, то в интервью директора департамента внешних связей Минспорта России Гришина прозвучали такие слова, что то, что показали нам сегодня ингушские ребята, это выше, чем спорт, это спортивное искусство. То есть мы заслужили очень высокую оценку. В дальнейшем, в принципе, у нас как бы прервалась связь с госструктурами, как бы мы оказались в свободном плавании. Время такого очередного этапа финансового кризиса в республике. Вот. Мы работали, как я уже говорил, на голом энтузиазме, потому что если бы это был какой-то другой вид спорта, возможно, я бы занялся другим делом. Дело в том, что у меня масса других профессий. Точно так же, как я 3 года назад вернулся к педагогической деятельности, и мы в политехническом колледже имени Арапиева Перми, и не только в республике, и не только в регионе Северокавказском, но, можно сказать, в целом и по России. Перми начали образовательный курс по актуальнейшей ныне, так сказать, теме. Это управление беспилотными летательными аппаратами. Теперь это уже организовано в рамках России, в рамках Всероссийского Минобра, как дополнительное образование, вот, которые обязаны включить во всех школах и колледжах Российской Федерации. То есть, если бы этот спорт был бы не национальный, иной, вот, я, может быть, эту работу прекратил. Но я
никогда не сдавался. И мы и своих ребят, учеников учу тому же. Вот. Я бывший командир, первый командир Ингушского ОМОНа. У нас был девиз «Ни шагу назад». Вот. И в этом деле, вот видите, упорство наше, труд наш, характер наш воплотились вот такой победой. Вот. Поэтому мы будем двигаться и дальше, несмотря ни на что. Дамир, а я знаю, что вы учитесь. Скажите, пожалуйста, сложно ли совмещать учебу с соревнованиями, с спортом? Я обучаюсь в первой школе Магаса. У нас директор Танзила Аль-Ханна. Вот. Нам уделяет большое внимание там в этой школе, спорту тем более уделяют. Совмещать учебу и тренировки не особо сложно, так как у меня свободный график обучения. Я могу и тренироваться, и обучаться. Я хотел бы поблагодарить нашего директора Танзилу Аль-Ханну и нашего физрука и второго тренера Федерации Шот-Сунат Сукиева Аслана Алиевича, который также имеет участие к нашей победе, нашей общей победе, к соревнованиям. И с нами также он ездил туда, на соревнования. То есть была поддержка не только в вашем лице, но и в лице вашего физрука. Это замечательно. Да. Скажите, кто оказал содействие, кто вам помогает выезжать и вообще проводить тренировки? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что в наши непростые времена многие достаточно хорошие спортсмены, спортивные школы не могут себе позволить участие в крупных соревнованиях в силу отсутствия финансов и так далее. Вот. Мы этот вопрос решили Божьей помощью. Вот, альхамдулилlah. Вот. Такое содействие нам оказывает бизнесмен и меценат, известный в нашей республике, Алаудин Парчиев. Вот, он уже второй раз нам оказывает помощь. В октябре месяце мы вот с упомянутым Дамиром Асланом Сукиевым ездили в Чувашию, вот, где проходили всемирные игры национальных видов единоборств, подчеркиваю, всемирные игры, где ингушский Шот-Сунлат, так сказать, был представлен в презентации. Там были презентованы многие национальные единоборства, включая, вот сейчас подключились уже к этому процессу из Республики Дагестан, представили там на презентации аварское единоборство. Но, опять же, общим заключением экспертов наша презентация была признана самой лучшей. Вот. Это я не по той причине, что каждый кулик свое болото хвалит, но это реальность. То есть это было там озвучено. Вот. И в этом нам тоже помог Алаудин Парчиев. В общем, если он увидит наш репортаж, я хочу его поблагодарить в его лице. Вот, его род, вот, поблагодарить весь ингушский народ, который, ту его часть, которая нас поддерживает. Алаунин дал сидолта, дярясхалон. Конечно, это большое для вас подспорье, но я хочу сказать, что ваши результаты не могут нас не радовать, потому что для нашей маленькой республики это большие результаты. Я хочу пожелать вам удачи, хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в студию. И вам огромное спасибо, дярясхалон. Баркал, ждем вас снова с новыми победами в нашей студии. Наш эфир продолжается, оставайтесь с нами.